На уходящей неделе замглавы Генштаба Вооруженных сил Гиришеев заявил, что размещение средств ПВО на российской авиабазе в Канте положительно отразится на общем уровне безопасности в регионе, так как Кыргызстан и Россия работают над созданием объединенной региональной системы ПВО. Комитет ООН по правам человека рекомендовал кыргызскому правительству пересмотреть и освободить одного из фигурантов уголовного дела по ожским событиям 2010 года Фахриддина Аширова. Кыргызстан обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию из-за сложности с прохождением кыргызских грузовиков через границу с Казахстаном. В МИД был приглашен посол Таджикистана Назирмат Ализада в связи с высказываниями начальника сагдийской милиции генерала Абдулла Навджувонова, что Баткен никогда не был кыргызской землей. Согласно результатам опроса населения, проведенного по заказу Американского республиканского института среди граждан Кыргызстана, 52% опрошенных считают правильным выбранное направление развития страны, а 67%, что главной проблемой Кыргызстана является безработица. Министр иностранных дел Айдарбеков посетил Брюссель, где состоялось заседание рабочей группы Европейский Союз, Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата. А также он посетил Люксембург, где открыл почетное консульство Кыргызстана. Новым председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития премьер Абылгазиев назначил Азиза Аалиева, который ранее работал в аппарате правительства. Антикоррупционная служба ГКНБ выявила коррупционную схему по ввозу товаров в Кыргызстан из стран ЕАЭС без уплаты налоговых платежей. МВД сообщила о задержании членов транснациональной преступной группы, занимавшейся транзитом табачных изделий из Латвии в Афганистан. ГКНБ задержал главного бухгалтера муниципального предприятия «Тазалык» за растрату и присвоение веренного имущества. Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест» Хайдарова. Также объявили в розыск бывшего председателя правления банка Иссык-Куль Райкуль Джапарову, сестру Садыра Джапарова. Она покинула Кыргызстан 6 лет назад. В Баткене задержали председателя Катранского местного генеша Бюрюбаева, который был активным членом общественного объединения «Чегара». В Аше неизвестные пытались сорвать мероприятие «Валить нельзя остаться». Среди провокаторов узнали сотрудников милиции. Генпрокуратура сообщила, что в 2019 году около 100 интернет-сайтов были признаны экстремистскими, и доступ к ним запрещен. В соцсетях массово распространяются призывы принять участие 2 марта в Атбаше в акции протеста против строительства логистического центра. ЦИК поручил Генпрокуратуре обеспечить надзор за законностью действий по смене регистрационного учета граждан, так как многие депутаты заявили, что кто-то тысячами привозит жителей сел и прописывает в городах, где 12 апреля должны пройти выборы местные генеши. Национальный банк продал 27 миллионов 100 тысяч долларов. До этого, 31 января, он провел интервенцию на 31 миллион долларов. Премьер Абылгазиев сообщил, что в 2019 году доля туризма в ВВП страны составила 5%. Фонд расследовательской журналистики вручил очередные премии имени Улана Игизбаева. Шайырбек Абдрахман Уулу стал членом наблюдательного совета ОТРК по квоте президента. Бекназаров презентовал свою 800-страничную книгу «Мен Кыргызмын» о политических событиях в Кыргызстане с 1986 по 20-е годы. Общественность отметила 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Ожский горсуд осудил 2 школьников к 10 годам лишения свободы каждого. В прошлом мае они зарезали 15-летнего ученика 8 класса. У дверей туалета школы номер 16 в Бишкеке нашли тело ученика 9 класса школы номер 64. Все заявляют, что он сам повесился. Депутат Тулиндыбаев сообщил, что в стране в 2019 году покончили жизнь самоубийством 46 подростков. В Бишкеке прошла Республиканская неделя науки, техники и производства для школьников. Вчера началась электронная регистрация детей в школу на 20-21 учебный год. В этом году
К Бишкеку добавлены еще 5 городов – Ош, Джалалабад, Карабалта, Кызылкия и Токмак. Фильм «Джойгулюк» Мирлана Абдыкалыкова включили в программу Международного кинофестиваля в Глазго, который пройдет с 26 февраля по 8 марта. Валентина Шевченко в американском Хьюстоне в 3-й раз защитила свой титул чемпионки по версии Всемирной Федерации UFC боев по смешанным единоборствам. Федерацию футбола переименовали в Кыргызский футбольный союз. Судейский комитет нового союза возглавил Бахадыр Качкаров. Сегодня в Национальной филармонии прошел концерт российского певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова.